светофоре направо. Инструктор по вождению проверяет, насколько хорошо его подопечный усвоил пройденный материал. Впрочем, Ильязу Пошеву учеба и так дается легко. Водить машину он научился еще в школьные годы, да и правила дорожного движения знают не хуже опытного водителя. Однако, чтобы получить права категории «Б», Ильязу предстоит пополнить копилку знаний навыками, о которых он доселе не думал. Но и это для него лишь дополнительный стимул получить желанную профессию. Вашта муштуаля, автошкола, автомашта, по направлению, антоваризда, чулта, любой водитель, любой здесь Чем хочет заняться в будущем, Ильяз еще не думал. Сейчас для него важнее сосредоточиться на учебе. Вместе с ним профобучение в автошколе ДСАФ проходит еще 14 человек. Ребята получают базовый набор знаний, начиная от правил дорожного движения и заканчивая изучением механических составляющих автомобиля, двигателя, трансмиссии, тормозной системы, отопления и так далее. С этой категорией они могут заниматься своим маленьким бизнесом, каким-то извозом, могут возить пассажиров, это будет уже сертифицированные, такие нормальные водители, да? Могут они также самое возить грузы, они имеют право водить грузовые автомобили общей массой до 3,5 тонн. Тем временем профессиональное обучение по основам бухгалтерии проходит еще 13 человек. Ребята изучают современную компьютерную программу, которая делает эту профессию одной из самых востребованных. Для Иши Гапархоевой, педагогу по образованию, навыки бухгалтера просто необходимы. Тем более, что с выбором будущего места работы девушка уже определилась. Занятия наши проходят довольно-таки интересно. Программа дается легко, если ты вникаешь в суть, понимаешь ее. Она не сложная, довольно-таки простая, если... Конечно, надо работать, надо заниматься. За последние 3 месяца на профобучение Сунжинским центром занятости направлено 75 человек. Причем знания в новых для них направлениях ребята получают абсолютно бесплатно. Приятное дополнение для безработных молодых людей – стипендия. Портной, швея, водитель, бухгалтер и программист. При наличии вакансий центр занятости гарантирует им трудоустройство, но после окончания учебы ребята и без помощи центра смогут найти для себя новую работу. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24.